Слышно, да? Да. Мы, иншаллах, проводим урок «70 больших грехов» в Исламском университете Украины, онлайн-режиме, как мы сказали. Читает нам кто? Абдулла? Да. 21 грех читай. Опорачивание целомудренных женщин. Бисмилля. 21 грех – опорачивание целомудренных женщин. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Остерегайтесь 7 величайших грехов». Его спросили: «О посланник Аллаха, что это за грехи?» Он сказал: «Приобщение сотоварищей к Аллаху, колдовство, убийство души, которую Аллах запретил убивать, иначе как по праву, пожирание лихвы, пожирание имущества сироты, бегство в день наступления и опорачивание целомудренных верующих женщин, которые даже не помышляют о грехе». Аль-Бухари, Муслим. Да, баракаллаху фикум. Эти 7 смертных грехов только что нам прочитал наш брат Абдулла. Это является казфуль мухсанат. Наша тема называется казф. Это имеется в виду опорачивание целомудренных женщин, мухсанат. Большинство бывает, как мы сказали, наверное, до этого в уроке, большинство бывает опорачивать женщин, клевету делает на женщин. Женщина бывает очень легкая добыча в обществе. Она является слабым полом. Поэтому бывает женщина, на женщину посягает, на ее права посягает таким образом, оклеветая ее, говоря, что она является прелюбодейкой. Нас Аллах афу аль-афия. Как в основном книге у нас говорится, конечно, это тоже книга, как мы сказали, мухтассар, сокращенная книга, в арабском оригинале сокращенная, однако наша книга более сокращенная от сокращенной книги. Как мы знаем, если люди не будут остерегаться из смертных грехов, из больших грехов, если будут они остерегаться, люди, Аллах им не простит и также маленькие грехи, как у нас было в начале темы. В начале, извините, 70 больших грехов, когда мы начали. Должен человек сторониться больших грехов. Если он не сторонится больших грехов, Аллах ему не прощает также и маленькие грехи. В Коране, как в сурату Нури говорится, в 23 аяте, «Инналладина ярмуна аль-мухсанат», те, которые клевещут, опорачивают женщин, ярмуна, рами, то есть как будто кидает на нее, на целомудренную женщину. Мухсанат аль-гафилат, Аллах сказал, му'минат, верующих целомудренных женщин, лу'ину фид дунья валь ахира, они проклятые в этом мире и также после смерти в ахирате, они проклятые за то, что они клевещут на этих целомудренных женщин. Валахум азабун азим. Валахум азабун азим, Аллах сказал, им будет мучительное, великое наказание. И в сурате Нури 23 аяте приводится этот аят. Также Аллах сказал в сурате Нури 4 аяте, «Валладина ярмуна аль-мухсанат», те, которые опорачивают женщин, мухсанат, то есть чистых женщин, целомудренных женщин, «Сумма лам яту би арбаати шуада», и затем они не приводят 4 свидетелей в том, что они обвиняют, допустим, прелюбодеяние обвиняют они целомудренных женщин. «Фадлидухум саманина джальда», Аллах сказал, и избивайте их 80 плетьями, 80 плетью избивайте. То есть, если они приведут вам 4 свидетелей о том, чем они говорят, то они заслуживают наказания за клевету. Обычно в светских законах, как мы знаем, за такую клевету никого не наказывают. Поэтому у них сходит с рук это большинство светских законов. И, как говорится, демократических законах, коммунистических законах. Сходит у них с рук тем людям, которые клевещут на людей. Итак, а в исламе есть наказание клеветникам, тем более, если они клевещут, говоря, что такой-то человек является неверующим или его обвиняют в чем? В предательстве ислама, мусульман, допустим, предательство Родины. Это еще больше, если его клевеща на него говорят.
Итак, вакаля саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха сказал в хадисе Бухари Муслима, только что привел нам брат, прочитал его смысл, который написан в нашем книге, в 21 грехе. Эджтанибу саб'аль мубикат. Посланник Аллаха сказал, сторонитесь, то есть даже не приближайтесь к этим 7 смертным грехам. То есть посланник Аллаха нас предупреждает, что они очень большие смертные, разрушают общество, как разрушают они государство, разрушают общество, эти грехи, если мы имеем среди нас. И тут, баракаллаху фикум, хадис Бухари Муслима, то, что было сказано, иджтанибу, сторонитесь, даже не приближайтесь. Есть люди, которые говорят на этих женщин, или говорят на верующих людей, на мужчин, говорят, допустим, они с врагами Аллаха, допустим, клевещут на них. Говорят, они исполняют проект врагов Аллаха и его посланника и верующих. Итак, это клевета, конечно. Казфуль мухсанатуль гафилатуль муминат, сказано было в хадисе, вакаля саллаллаху саллям, посланник Аллаха сказал также. Аль-муслиму ман салим аль-муслимуна мин лисанихи ва яди. Мусульманин тот, сказал посланник Аллаха в хадисе Бухари, Муслима, также Абу Дауд, Насаи приводится этот хадис. Мусульманин тот, кто обезопасил, то есть оберег мусульман от своего языка и рук. Мусульманин тот, кто задержал свой язык и свои руки от мусульман, от их чести, от их крови, от их имущества. И также религии, тем более. Представляете, клеветник, который клевещет, говорит он, что он работает на врагов или на оккупантов. Тогда тем более хуже положение этого человека, тот, кто клевещет таким образом, без стыда, бессовестный. Этот человек бессовестный человек, который клевещет таким образом. Вакаля саллаллаху алейхи вассалям. Интернет остановился. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в этом хадисе: «Аль-муслиму ман салим аль-муслимуна мин лисани ва яди». Мусульманин тот, кто обезопасил мусульман от себя, от своего языка, обезопасил мусульман от своих рук. Ва каулуху, также посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Такилатка уммак», то есть, да простит тебя, о Муаз, типа образно сказано. «Ва халь якубу наса аля манахирихим яум аль-киямати илля хасаиду аль-синатихим». Разве не бросает вверх ноздрами, то есть вперед ноздрами в адский огонь? Посланник Аллаха обратился к Муазу: «О Муаз, разве человека не бросает вперед его ноздрами в огонь в судный день из-за того, что приобрели их языки, илля хасаиду аль-синатихим, за то, что приобрели их языки, за то, что они опорачивали, оклеветали целомудренных женщин и мужчин, говорили, допустим, как мы сказали, на мужчин, тем более на лидера мусульман, тем более, если этот лидер мусульман борется против кого? Против агрессора, оккупанта, если он борется со своими окружениями, скажем, да, со своими воинами. И если его оклеветали, тем более этот человек всегласно, общеизвестно, всегласно, публично заслуживает чего? Заслуживает и наказание, и заслуживает порицание. Порицание такого человека, не говоря уже слушать об этом человеке, слушать его. Его даже слушать нельзя. Почему? Потому что он оклеветал самых лучших людей в то время, когда он стоит за родину, за ислам, за мусульман, когда он стоит, защищает родину, защищает ислам, мусульман, не жалея свою душу, свое имущество. А если он таким образом оклеветал, как можно этого человека выслушивать? Аллах, субхану ва тааля, в Коране сказал, что от таких людей свидетельство даже не принимается. Итак, смотрите, баракаллаху фикум. Этот хадис приводится халякубу нас, Муазу, он сказал, посланник, саллаллаху алейхи, разве людей не закидывают вперед ноздрами из-за того, что приобрели их языки? То есть приобрели их языки, оклеветали, и потом что получается, если они оклеветали женщину? Тут будет война из-за этой женщины между ее родственниками и другими людьми, которые оклеветали эту женщину.
И также оклеветали жену пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи Аишу. Оклеветали нашу мать так же, как Аишу. Оклеветали мунафик, лицемерие, сказали, что она прелюбодейка. Посланник, саллаллаху алейхи в тревожном состоянии был столько времени. А Абу Бакр Сиддик, радiyаллаху анху, в таком состоянии был, что оклеветали ее дочку. Самая лучшая женщина, оклеветали ее, мунафик, лицемерие. Оклеветали о чем? О прелюбодеянии. И Аллах Субхану ва Та'аля послал сурту Нур, очищая аяты. Аллах послал, очищая ее от клеветы, лицемеру, мунафику и шиитов, которые сегодня до сих пор клевещут на нее. Также Аллах защитил Марию, мать Иса ибн Марьям, Иисуса, которые оклеветали иудеи своими грязными языками, оклеветали нашу мать Марию. Оклеветали Иисуса, сказали они, что он является сыном прелюбодейки. Нас Аллаха афу валь афия. Я прошу Аллаха благополучия от этой клеветы. И также, как клевещут сегодня до сих пор и шииты, Аллах их наказал заблуждением, которое они сами находятся в этом заблуждении. Они сами себя бьют. Потому что их и слишком много, миллионы их. Если взять каждого, наказывать по 8 спалок, просто у нас времени будет хватать. И Аллах, субхану ва та'аля, унизил этот народ, этих людей, этих шиитов. Почему Аллах унизил их? Они сами оклеветали нашу мать, правоверных людей мать. Они не проявляют веру в аяты Корана. Аллах очистил ее сурты Нури. А они не верят в аяты Корана. Шииты не принимают, которые клевещут на Аишу. И также клеветали нашу мать Марию. То есть на праведных женщин говорить, что они прелюбодейки, что они сделали прелюбодеяние, это является неверием, выход из религии, если он был в религии. Если он был в религии когда-то. И как клевещут сегодня также на праведников, которые стоят против врагов ислама, мусульман, говоря, якобы они исполняют проект врагов ислама, мусульман. Этот человек всенародно заслуживает порицания. И также он не заслужит, чтобы люди его слушали вообще. Такие люди. Чтобы его слушали, даже не заслуживают. Не говоря уже баракаллаху фикум. Не говоря уже, что он помог, такие люди помогли оккупации мусульман. Дозволение их не крови для неверующих, для оккупантов. Нас Аллах афу аль афия. И после этого люди думают, что еще свидетельство у них принимается. У них ни свидетельство не принимается, ни слова не принимаются, потому что они являются великими клеветниками, великими помощниками дьявола и оккупантов. Дальше смотрим. Аллаху Та'аля, Аллах сказал в Коране. Неужели некоторые мусульмане не понимают? Смотрите. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Те, которые вредят своими языками и своими руками. Верующих мужчин и верующих женщин вредят они. بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا. За то, что они сделали. فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. То они взяли на себе большую клевету они взяли. Оклеветали верующего человека. Оклеветали тех людей, которые стоят против кого? Защиту ислама, мусульман, они стоят против врагов. Бухтан они сделали. Ихтамалу, они взяли на себя большую клевету. Ваитман, большой грех. Явный грех. Аллах говорит, сурат Ахзабе, 58 аяте. Вакала, саллаллаху алейхи, также посланник Аллаха сказал, ман казафа мамлукаху беззина, тот, кто оклеветал своего мамлукаху, имеется в виду своего раба, беззина, с прелюбодеянием, укима алейхи хад, на него будет наказание, яум аль-кияма, судный день. Илля аньякуна кама кал, если не будет так, как он сказал, как в хадисе Бухари, Муслима приводится это. Амман казафа умуль муминин, что мы сказали, если оклеветали, они сказали на верующие, мать Аишу, радiyallahu анха, после того, как Аллах не спасал эти аяты из 7 небес, Аллах послал с 7 небес аяты, очищая нашу мать Аишу. Фауа кафирун, он является неверующим. Этот человек является неверующим. Мукаддибу лиль Коране,
И он считается как? Считающим Коран лживым. Он не принял Коран. Фаюкталь, если будет исламское государство, за то, что он не принял Коран, его наоборот казнят за клевету и за то, что не принял он Коран. И также в других книгах у нас эти книги побольше написаны есть. Мы можем на этом также остановиться. Однако, прочитаю еще один вам аят. В суре Нури, 4 аяте, «Валладин ярмуна мухсанат», те, которые бросают, клевещут на верующих женщин, мухсанат, это целомудренные женщины, мухсанат. «Сумма лам яту би арбаат шуада», затем они не приходят 4 свидетелями, «Фаджлидухум», Аллах сказал, избивайте их, чего? «Фаджлидухум саманина джальда», избивайте их 80 плетями. «Валя такбалу лахум шахадатан абада», никогда не принимайте их свидетельства, Аллах говорит нам, верующим людям. А представьте, если человек заступается за него, стали адвокатами за таких клеветников, бухтанщиков. Не принимайте свидетельства, «Валя такбалу лахум шахадатан абада», говорит Аллах. Не принимайте у них свидетельства никогда. А представляете, если какие-то люди, так себя называемые имамы или шейхи, заступаются за таких клеветников. «Вауляика хумуль фасикун», Аллах им печать поставил, что эти люди нечестивцы, у них не принимается свидетельство. В суре Нур, 4 аяте сказано. Аллах Субхану ва Тааля нам учит, чтобы мы остерегались от таких клеветников и держались подальше. Итак, Аллах Субхану ва Тааля разъяснил нам, что казфуль имрати мухсана, оклеветать женщину мухсана, то есть была она замужем, или человек был женатым, если оклеветали, если они привели бы достоверных, справедливых, честных свидетелей 4, то они могли бы быть чистыми. Однако они этих 4 свидетелей не привели они. Поэтому они являются лжецами. Итак, фахиша, анна маль'уны, мы знаем, эти люди проклятые Аллахом Субхану ва Тааля в этом дунья, и в судный день они проклятые, эти люди. И будет им мучительное наказание. Итак, в Сахихайне приводится, как мы сказали, Бухари, Муслима, 7 смертных грехов остерегайтесь. Почему? Если человек оклеветал такую женщину, мужчину оклеветали, то будет между ними война, получается. Они клеветники, причиной войны. Эти клеветники причина войны. Эти клеветники причина слабости мусульман. Эти клеветники. И те, кто заступается за этих клеветников, они причины слабости мусульман. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-гафилат аль-му'минат валь-казф ан якула лимраатин аджнабия». Говорит на женщину афифат аль-муслима. Целомудренные мусульманки, они говорят, да? «Я зания, о прелюбодейка, о багия». И багия имеется в виду, о та, которая торгует своим телом. «О я кахпа». Кахпа, также у нас на нашем языке тоже это есть слово, кахпа, то есть тоже опять имеется в виду проститутка. «Якулю ли зауджиха», или говорит своей жене, «зауджитул кахпа». Или, допустим, жена, «я зауджу кахпа». Или, допустим, муж говорят, «о муж проститутки». «О якулю валадиха», или сыну говорят, «о валаду зания». Или сын прелюбодейки, как сказали иудеи, Иса ибн Марьям, нас Аллаха афу валь афия. «О я ибн кахпа». И другие фразы, разных видов эти фразы. فإذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامرأة كمن قال لرجل يا زاني, или сказали мужчине, о прелюбодей, أو قال للصبي حر, или сказали мальчику я алак, то есть имеется в виду о сгусток, «О я манкух», или тот, кто был незаконным образом сделан незаконным браком, «Ваджаба алейхи лхад таманун аль-джильда», то этого человека наказывают 80 плетями. Итак, конечно, тут много чего есть. «Инна раджуля ла ятакалламу», мы об этом сказали.
Как Аллах в Коране сказал: «Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид». Сурат Каф, 18 аяте. Любое слово, которое произносит человек, любое слово, Аллах сказал, любое слово, представляете, какое великое слово этот человек сказал. Если он сказал простому мусульманину, а представляете, если он сказал главному мусульман человеку, а если он главный мусульман человеку, если клеветали они, а тем более, если это главный мусульман, амируль муминин, или верующий мусульман, амир он, и тем более, если он борется против врагов, а тем более, если это пророк, или мать пророка, или жена пророка, или дочь пророка, какая беда, какую клевету они, эти люди, сделали. И как можно этим людям после этого верить и принимать их слова? Итак, баракаллаху фикум, посланник Аллаха сказал, когда ему сказали: «Вакаля Укба бин Амир, я Расулаллах, ман наджа», какое у нас спасение после этого всего клеветы имеется в виду? «Амсик алейка лисанак», держи свой язык за зубами, он сказал. «Валесака бейтак», держись своего дома, сиди дома, имеется в виду. «Вабки аля хатиатик», плачь, он сказал, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, за свои ошибки. «Уинна аб'ада наси илаллахи аль-кальбуль каси», самый далекий человек от Аллаха, самый далекий кто? У кого жестокое сердце. Самый далекий человек от Аллаха, у кого жестокое сердце, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Также посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в другом хадисе: «Ман кан юмину биллахи вал яумил ахир», тот, кто верует в Аллаха и в судный день, фалякул хайран, пусть он говорит благое слово, аули ясмут, или пусть он молчит, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, другие доводы. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал также: «Инна абгадан наси илаллах». Самые противные люди, ненавистные Аллаху, Аллах не любит таких людей, Аллах презирает таких людей. Аль-фахиш, у кого грязный язык. Тот, кто занимается прелюбодеянием. Этот человек, тот, кто занимается прелюбодеянием, грязный язык у него, он самый далекий, ненавистный. Аллах его не любит, этого человека. Аллади, аль-бади, грязным языком. Аллади ятакаллама биль-фахши ва ради иль-калями. Говорит он грязными речью. Матерится он. Грязную речь он говорит. Рассказывает свои грехи он. وَقَانَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ شَرَّ أَلْسِنَتِنَا بِمَنِّي وَكَرَمِهِ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ. Прошу Аллаха оберечь нас от плохого наших языков. Если наш язык будет грязный, и наши поступки тоже будут грязными, и тогда мы будем ближе к аду, далеко будем от Аллаха субхану ва тааля. Биманни ва карами, его даром, его благородством. И поистине Аллах является великим, щедрым, Аллах является почитающим. Поэтому, баракаллаху фикум, на этом мы закончим. Надо беречь свой язык, надо беречь себя от плохих людей, не заступаться за плохих людей. За плохих людей, за этих клеветников не заступайтесь. Имамы и так называемые подхалимы, которые заступаются за клеветников, берегите религию, оставьте таких, которые не раскаялись. Если раскаялись, должны после покаяния сесть у себя дома, быть рядовыми. Нас Аллах афу афия. Прошу Аллаха прощения нам всем. Субханакаллаху бихамдик, ла иляха илля ант. Если есть вопрос, спрашивайте.